Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутия – один из самых водных регионов России. Здесь около 1,5 миллионов водных объектов. Департамент по водным отношениям республики обеспечивает рациональное использование водных объектов и защиту биоресурсов. Как сегодня организована система водопользования в республике, мы и поговорим. Гости у нас в студии Анисия Игнатьева, руководитель Департамента по водным отношениям и регулированию рыболовства республики. Анисия Егоровна, здравствуйте. Да, добрый день, Надежда. Расскажите, как же сегодня организована система водопользования в республике? Так, ну смотрите, да, у нас основным нормативно-правовым актом, регулирующим водные отношения, является Водный кодекс Российской Федерации. Да? И согласно статье 8 Водного кодекса, все водные объекты, находящиеся на территории Республики Саха-Якутия, они являются федеральной собственностью. И, соответственно, все правила игры, что называется, да, они утверждены правительством Российской Федерации. Это постановление, приказы Минприроды и так далее. Да? И Министерство экологии, оно является уполномоченным органом по реализации переданных федеральных полномочий в части предоставления прав пользования водными объектами, охраны водных объектов и предотвращения негативного воздействия вод. Что это означает? Да, это означает, что предоставление прав пользования водными объектами, договора и решения выдает Министерство экологии. Как я уже сказала, предоставление прав пользования водными объектами, оно предоставляется на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водного пользования, о предоставлении водных объектов пользования. Да? В зависимости от цели водопользования оформляется либо договор, либо решение. Водопользователями могут быть как физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Ну, в основном на территории Республики Саха-Якутия у нас, конечно, это юридические лица, это недропользователи, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, судовладельцы, да, и также мелкие предприниматели, которые там осуществляют рекреационные, в том числе для рекреационных нужд и для услуг населения. Вот по данным, которые у нас имеются, с начала 2026 года водопользованием в Якутии занимаются около 400 предприятий. Какие вообще процедуры нужно пройти организации, какие документы собрать, чтобы легально пользоваться водными объектами? Так, согласно статье 11 Водного кодекса, договор водопользования заключается в случае забора водных ресурсов, использования акватории водных объектов и выработки электроэнергии. Да? Забор водных ресурсов — это у нас, допустим, крупнейший водопользователь АО «Водоканал», ГУП ЖКХ со всеми его филиалами, и также это могут быть и муниципальные образования, которые имеют летний водопровод. Да? У нас вот сейчас идет активная работа с муниципальными образованиями, чтобы они заключили договор водопользования. Использование акватории — это у нас отстой судов, также размещение каких-либо там ледовых парков, катков, да, и так далее, лодочных станций, также это входит сюда. А выработка электроэнергии — это у нас единственный водопользователь и крупнейший водопользователь — это у нас АО «Вилюйская ГЭС-3», которая расположена в Миринском районе на водохранилище Светлинская ГЭС, которая вырабатывает электроэнергию для всей республики. Оно также является водопользователем. Ну, с какими-то трудностями все равно же сталкиваются, да, при оформлении разрешительных документов? Да, конечно, они сталкиваются. Смотрите, да, там я не совсем договорила. Договор — это у нас получается забор, использование акватории и выработка электроэнергии, а решение у нас оформляется в случае там сброса очищенных сточных вод, разведки и добычи полезных ископаемых, и в случае строительства каких-либо объектов, связанных с изменением дна и берега водного объекта. Да. И, как я уже сказала, правила подготовки и заключения договора, принятия решения, они все утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Административные регламенты также утверждены приказами Минприроды Российской Федерации. Срок заключения, рассмотрения заявления для договоров составляет 13 рабочих дней, для решения 16 рабочих дней. Да? Все документы, договора и решения проходят государственную регистрацию Ленским бассейновым водным управлением. Это у нас территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов. Какие трудности? Да? В принципе, по перечню документов там особых таких каких-либо документов, которых очень сложно было бы сделать, их нету. Да? То есть, в принципе, если есть специалист, который работает, который ответственный, да, он, в принципе, может собрать эти документы сам. Там, допустим, для договора водопользования требуется там, расчет водопотребления, да, чтобы в договоре указать, какой объем забора воды забирает водопользователь. Там план водоохранных мероприятий, да, чтобы понимать, как водопользователь будет
соблюдать условия по охране водного объекта, да, какие там водохозяйственные мероприятия он планирует проводить. Да. Также, допустим, это могут быть такие документы, как они будут вести учет воды. То есть у нас же налогооблагаемая база — это у нас объем забора воды. Да, то есть и нам очень интересно и очень как бы нужно знать, как будет водопользователь учитывать объем воды водосчетчиком либо косвенным методом. Да. Какие трудности? Да? В основном у нас есть такая как бы трудность, что у нас очень много водных объектов. Да? Как мы с вами уже сказали, у нас порядка 1,5 миллиона водных объектов, и сведения о каждом водном объекте, к сожалению, они отсутствуют в государственном водном реестре. Есть такой государственный водный реестр, в котором сведения о водном объекте, наименование водного объекта, да, допустим, там площадь акватории водного объекта, оно должно содержаться в этом реестре, в этом перечне. И если у нас сведения о данном водном объекте отсутствуют в государственном водном реестре, у нас в правилах есть прямое указание о мотивированном отказе. Да? То есть тот же муниципальное образование, у которых там забирают воду из озера, которое у них расположено в населенном пункте, и сведения об этом водном объекте нет в государственном водном реестре, он, к сожалению, не сможет заключить договор водопользования. Законодательно сведения должны внестись Росгидрометом, но по тем водным объектам, на которых отсутствуют пункты наблюдений, а их у нас, наверное, очень оценочно, конечно, скажу, что более 90% водных объектов у нас отсутствуют пункты наблюдения Росгидромета, да, Росгидромет вносит эти сведения по мере обследования данных водных объектов, да, то есть это бывает очень редко, к сожалению. И на данном моменте у нас не совсем законодательно понятно, кто должен вносить эти сведения в государственный водный реестр. Да? Получается так, как будто заинтересованное лицо, оно должно внести, если оно хочет оформить право пользования водным объектом, то, соответственно, оно должно внести сведения об этом водном объекте в государственном водном реестре. Но тут немножко возникает вопрос, если, допустим, у нас все водные объекты являются федеральной собственностью, почему сведения о водном объекте должно вносить тоже муниципальное образование. Да? То есть поэтому в этом моменте мы с федеральными органами отрабатываем и надеемся, что как-то этот вопрос решим, потому что данный вопрос, насколько я понимаю, это не только проблема на территории республики, да, но это проблема по всей территории Российской Федерации. Ну да, по поводу состояния водных объектов, это же энергетика, и промышленность, и что еще, транспортная сфера тоже связана очень с гидрологической обстановкой. Может быть, какие-то регулярные замеры все-таки проводятся? Да, конечно, у нас ежегодно мы разрабатываем и принимаем план отбора экологического мониторинга по всей территории республики, да, и оно включает у нас более 500 точек. То есть наши инспектора, которые у нас есть практически во всех районах республики, ежеквартально отбирают пробы воды и направляют в наш республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга, нашу лабораторию, да. Это те точки, те водные объекты, на которых есть антропологическое воздействие, да, которые, допустим, мы вот смотрим и понимаем, что здесь, возможно, будет загрязнение, да, тем же недропользователям. И вот эти вот точки в целях мониторинга качества воды, они включаются в этот план. В принципе, по плану, по отбору, конечно, бывает, да, в период, допустим, того же весеннего паводка, да, в период второй волны паводка бывают загрязнения. Бывают загрязнения, мы фиксируем, опять же, от тех же недропользователей, да, от населенных пунктов, на которых у нас, к сожалению, отсутствуют канализационно-очистные сооружения. И все эти данные у нас фиксируются и учитываются в ежегодном экологическом докладе Республики Саха-Якутия, да, который также размещается на сайте Министерства экологии. То есть в этом открытом доступе у нас есть экологический паспорт Республики Саха-Якутия, то есть это открытый сайт природа.саха.gov.ru, на котором размещается вся эта информация. Там, в принципе, очень много информации не только по водным ресурсам, там есть по земельным ресурсам, по лесным ресурсам, по атмосферному воздуху. И не только та информация, которая
те данные, которые добывает, что называется, Министерство экологии, да, там, то есть там еще есть информация от наших коллег, от того же УГМС по состоянию водных объектов, да, то есть в принципе не побоюсь сказать, что Министерство экологии является одним из открытых министерств по данным по республике. И по поводу информации, все-таки, наверное, там есть такая графа, назовем ее, что такое хорошо и что такое плохо, да, как поступать не надо, какие меры ответственности применяются к нарушителям? К нарушителям у нас есть, все знаете, наверное, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. И согласно данному кодексу, при самовольном занятии водного объекта, то есть это при отсутствии разрешительных документов по водопользованию, либо при использовании водного объекта с нарушением условий водопользования, да, налагается штраф на юридическое лицо, на физлицо и на индивидуального предпринимателя от 50 до 100 тысяч рублей. И кроме того, кроме штрафа может быть предъявлен ущерб водному ресурсу, и размер ущерба зависит от объема загрязнения водного объекта. Да. За 2025 год у нас, допустим, есть 2 ущерба на общую сумму 10 миллионов рублей, пока идут судебные разбирательства по данным ущербам. Но принцип платности водопользования закреплен законодательно. Как формируется плата за забор воды и использование акватории Якутии? Ну, ставки платы за пользование водными объектами у нас утверждаются постановлением правительства Российской Федерации. На данный момент ставка составляет около 1500 рублей за 1000 кубометров. В принципе, я считаю, что ставка она более-менее адекватная. Да? Для забора воды для нужд населения составляет 354 рубля за 1000 кубов. Если мы, допустим, с вами в Якутске закажем водовозку, да, у нас куб воды будет стоить 800 рублей за куб. Да? А в нашем случае при этом доход ставки платы составляет 1500 рублей за 1000 кубов, то есть 2000 раз меньше, чем у нас это утверждены. Да? В прошлом году мы собрали более 178 миллионов рублей в федеральный бюджет. Так как все водные объекты они являются федеральной собственностью, соответственно, и плата за пользование водными объектами она поступает в доход федерального бюджета. Да? И возникает опять же вопрос, как возвращаются эти средства в республику. Да? То есть ежегодно Федеральным агентством водных ресурсов поступают субвенции в адрес республики, это порядка 22 миллионов рублей, на которые Министерством экологии реализуются мероприятия по предотвращению предотвращения от негативного воздействия. Это у нас те мероприятия по ослаблению прочности льда, допустим, да, которые недавно у нас закончились и были приняты. По охране водных объектов это у нас определение береговых линий и так далее. Ну и кроме того, у нас большая сумма возвращается в виде субвенций, да, как мы все знаем, субсидий точнее, как мы все знаем, у нас реализуется сейчас строительство капитального объекта инженерная защита города Верхоянска от паводковых вод, и стоимость строительства составляет 1,3 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей поступит по по всему этому объекту. Понятно. Анисия Егоровна, спасибо, что нашли для нас время, рассказали такую полезную и важную информацию. По возможности приходите к нам еще. Хорошо, спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.